Мощный удар по американским военным. Москва услышала Зеленского, а США призвали Путина немедленно остановить войну. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Через несколько дней после американского удара, в результате которого пострадали российские моряки, прилетел ответный удар. Ракеты в сторону эсминца США. На дно ушел истребитель. Как это возможно? В России обвиняет НАТО в желании захватить часть России. О возможной потере какой территории идет речь? В Альянсе тем временем заявляют о российском ударе и нарушении воздушного пространства. 100 дней на посту. Провал или победа? Трамп не смог исполнить свое обещание завершить войну. Почему дальше его ждут горячие дни? И кто вновь заговорил об импичменте? Обсудим с политологом-американистом. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Усилия США по завершению войны довольно разочаровывающие. Так, украинские солдаты реагируют на поведение представителей Белого дома, которые не против, чтобы Россия забрала себе украинские территории, пишет The Guardian. Авторы материала уточняют, что, несмотря на попытки Штатов договориться о прекращении боевых действий, Кремль не отказался от планов по захвату украинских территорий. На некоторых участках фронта позиции переходят чуть ли не ежедневно из рук в руки. В ВСУ говорят, что не Трампу решать, какие земли и кому должны достаться, а если дать возможность России навсегда установить контроль над Крымом и 4 областями Украины, то это создаст катастрофический геополитический прецедент. Военные считают, что это узаконит передел территорий силой и откроет ящик Пандоры по всему миру. Например, Путин атакует страны Балтии, Финляндию или Молдову, пока же Москва сосредоточена на захвате украинской территории. Другие солдаты сказали, что ожидают крупного летнего наступления Москвы, основываясь на предчувствии, как выразился один из них. На этой неделе Министерство обороны России заявило, что полностью вернуло контроль над Курской областью, где в августе украинские вооруженные силы начали мини-вторжение. Ожидается, что Кремль усилит атаки на соседнюю Сумскую область и город Сумы. Российская атака на страну НАТО. Дроны Москвы нарушили воздушное пространство Румынии. Бухаресту пришлось поднимать авиацию. 4 истребителя, 2 румынских F-16 и 2 итальянских Еврофайтера. Ударный БПЛА, как утверждают в Минобороны Румынии, пересек воздушное пространство ненадолго. Он залетел вглубь на 500 метров и, вероятно, вернулся в Украину. Все союзники по Альянсу получат дополнительную информацию об атаке России. Силы Министерства национальной обороны Румынии проведут в течение дня в соответствии со стандартными процедурами исследования в зонах, где могут возникнуть риски в результате этих ситуаций, и продолжат миссии по наблюдению за воздушным пространством. Кроме того, структуры союзников постоянно информируются о ситуациях, вызванных атаками. В целом же Россия, которая предложила 3-дневное перемирие в мае, выпустила по Украине 100 ударных дронов. Несмотря на работу ПВО, в Киеве признают потери. Повреждения зафиксированы в Харьковской, Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях. В России же заявляют, что им тоже пришлось отбиваться. За ночь уничтожили дроны над практически 10 регионами РФ. Долетело и до Московского региона. В Москве увидели контуры победы России. Такое заявление сделал помощник Путина Патрушев. Он считает, что НАТО может захватить часть России, Калининградскую область, бывший Кёнигсберг, и уже готовится к этому. Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарий наступательных действий на большой протяженности. От Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания. Войну РФ против Украины Патрушев назвал важным этапом борьбы Москвы за безопасность и необходимым шагом по защите соотечественников. И теперь Кремль планирует называть технику, в том числе корабли, именами российских оккупантов или же названиями городов, которые были захвачены армией Путина. Например, Патрушев анонсировал появление крейсеров флота с именами Донецк и Луганск.
Лавров запросил телефонные переговоры с Америкой. Накануне у него состоялась беседа с Марко Рубио. Американская сторона потребовала прекратить войну уже сейчас. Об этом говорится на сайте Госдепа США. После визита специального посланника Уиткофа в Москву 25 апреля госсекретарь рассказал своему российскому коллеге о следующих шагах на российско-украинских мирных переговорах и о необходимости прекращения войны сейчас. Соединенные Штаты серьезно настроены содействовать прекращению этой бессмысленной войны. Напомню, что накануне Лавров потребовал от Украины отказаться от курса по вступлению в НАТО, быть внеблоковой страной, повторил, конечно же, о денацификации и демилитаризации, снятии санкций, судебных исков и ордеров на арест, возврат России замороженных на Западе российских активов, признание Крыма и 4 областей российскими, даже несмотря на то, что Москва их не контролирует полностью, а еще отмены запрета на все российское в Украине. В то же время Кремль услышал Зеленского, который накануне призвал не дожидаться 8 мая, а прийти к прекращению огня уже сейчас, и не ради парада, а ради людей. В Москве говорят, это трудно. Да, мы видели его заявление о перемирии на 30 дней, но если говорить о таком длительном перемирии, то тут важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно, о чем и говорил Путин. Что касается обвинений в манипуляции, то манипуляция — это не давать прямого ответа на инициативу президента Путина. Это более чем манипуляция. Но все-таки мы рассчитываем на то, что мирная инициатива президента России получит оценку. Срок истек. В США подводят итоги первых 100 дней Трампа в Белом доме. Он не выполнил и части своих обещаний, пишет западная пресса. Рейтинги не растут, а падают. ABC News, Washington Post и Ipsos уточняют, что только 39% американцев одобряют работу нового президента на посту. С февраля он потерял целых 6 пунктов и установил антирекорд для первых 100 дней президентов США. Хуже него был сам Трамп, но во время своей первой каденции. Республиканец уже агрессивно отреагировал на эти данные опросов. Опросы от фейковых новостей, как и сами новости фейковые. У нас все отлично, лучше, чем когда-либо прежде. В большом интервью для The Atlantic, которое вышло накануне знаменательной даты, Трамп вспомнил об Украине и заявил, что спасает ее. За 24 часа не получилось, не вышло и за 100 дней, как планировал после. Что же Трампу все-таки удалось сделать за первые 3 месяца на посту и почему дальше его ждут горячие дни? Об этом мы поговорили с политологом-американистом Александрой Филипенко. Реальный успех Дональда Трампа за 100 дней – это остановка нелегальной иммиграции. Вот тут надо отдать ему должное. Да, по сообщениям Кэролайн Левитт, пресс-секретаря Белого дома, на 99,9% падение нелегальной иммиграции в сравнении с апрелем 2024 года. Но вот что касается всего остального, что касается деятельности, в особенности во внешней политике Дональда Трампа, тут уж очень конкретные обещания, не просто обещание сделать Америку снова великой и все будут нас уважать, а очень конкретное обещание, чтобы прекратили стрелять, как говорит Дональд Трамп. Хорошо, даже не мирное, например, соглашение, а хотя бы постоянное прекращение огня. Даже этого не удалось добиться, хотя обещание абсолютно четкое, абсолютно определенное, не какие-то общие слова. И вот здесь, конечно, это для Дональда Трампа удар, и поэтому в последнее время мы видим его раздражение. Все-таки 100 дней – это очень важная отсечка. В целом, это в американской политической традиции, вот, во-первых, давать президенту возможность 100 дней проявить себя, ну и начинать его критиковать серьезно после 100 дней. А критика уже летит в сторону Трампа. Конгрессмен от штата Мичиган Шрид Таннедар подал в Палату представителей США статьи об импичменте Трампа. И это уже как минимум второй человек из высших политических кругов, который заявляет о необходимости выдворить республиканца из Белого дома. Но процедура эта не из легких. Об этом также в эксклюзивном интервью «Нехта» заявила политолог-американист. Провести импичмент в действительности будет очень тяжело, потому что сейчас большинство, хоть и небольшое, но все-таки перевес у республиканской партии и в Палате представителей, в Нижней Палате, и в Сенате. Поэтому, если уж всерьез говорить об импичменте, то это, конечно, нужно задумываться про 27-й год, то есть это после выборов 26 года, после ноября 26 года, и только если республиканцы проиграют много голосов. А что вы думаете о новом приходе Трампа в Белый дом? Ожидали ли вы, что его поведение будет именно таким? Оправдал ли ваши надежды? Пишите в комментариях.
Ответный удар по ВМС США. Америка потеряла супердорогой истребитель F-18. 60 миллионов долларов упали с авианосца и утонули во время атаки хуситов. Это произошло в Красном море, где авианосец находился в рамках крупной операции американских вооруженных сил против сил, поддерживаемых Ираном. Причиной падения истребителя стало резкое маневрирование боевого корабля, который пытался уклониться от ракетного удара. Точные детали поворота, который совершил Трумэн, чтобы избежать огня хуситов, не разглашаются, но фотографии и видео корабля и других авианосцев класса «Нимец» на сайте Министерства обороны США показывают, что эти массивные суда могут существенно крениться при скоростном повороте. Суперистребитель теперь на дне. Все члены экипажа были спасены. Лишь один моряк получил легкую травму. ВМС США начали расследование, но этот инцидент отправляется в копилку неудач в серии атак на американские корабли в этом регионе. Резкое маневрирование, которое привело к такой болезненной потере, не редкость, ведь хуситы уже не раз пытались поразить американскую технику, которая является для них желанной мишенью. Напомню, ранее команда Нехта рассказывала, что 3 российских моряков получили ранения при ударе США по нефтяному порту Рас-Иса на побережье Красного моря. Тогда хуситы назвали удары военным преступлением. В Казахстане власти планируют устроить большой переезд жителям села Петрово. Это западно-казахстанская область. Абсолютно всех граждан из этого населенного пункта собираются переселить подальше от Рожковского нефтегазового месторождения. О планах по переселению сельчан рассказал аким района Марат Такжанов. Он утверждает, что это не принудительная эвакуация, а просьба или даже требование самих жителей из-за экологической ситуации. Несмотря на то, что село не входит в санитарную зону месторождения, все равно было принято решение выселить людей по их собственному желанию. Переселение начнется только после того, как мы найдем на это деньги. В Петрово проживает 16 семей, одна из них многодетная. Планируется переселить их в село Январцево. Для этого потребуется построить новые дома. Сейчас решается вопрос, на какой земле начнется строительство. Необходимый объем финансирования 300-350 миллионов тенге. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.